В начале заседания парламентарии утвердили Екатерину Адлейба и Беслана Берулава на должность судей Верховного суда Абхазии. Кроме того, от должности аудитора контрольной палаты по собственному желанию освобожден Беслан Квициния и назначена Инга Черикбая. Далее народные избранники одобрили проект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс республики. В действующем УПК не определена подследственность по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных рядом статей. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение других источников жизнеобеспечения, статья 209. Часть 3 статьи 223 Уголовного кодекса – это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также статьи 261 нарушение правил добычи инертных материалов, статья 333 Уголовного кодекса уклонение от призыва по мобилизации. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в России или на Украине, чтобы эта информация была именно передана. То есть подследственность по этому делу, уклонение от призыва по мобилизации. То есть у нас этот проект был задолго до того, что произошло по мобилизации. То есть никакой связи нету, и чтобы наше население не восприняло это как-то неверно. Далее депутаты приняли постановление о поддержке обращения Госдумы Федерального собрания Российской Федерации, Генеральной Ассамблеи ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины. Документ представил депутат Алхаз Барцыц. Парламент Республики Абхазия решительно осуждает действия стран коллективного Запада, который стал стороной конфликта и продолжая поставки вооружений и наемников нацистскими формированиями Украины, что приводит к еще большему обострению конфликта. В этой связи мы призываем членов Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского парламента и парламентов стран мира принять предложение Российской Федерации по разработке сбалансированного и конструктивного сценария урегулирования глобального конфликта дипломатическим путем с учетом сложившихся обстоятельств на сегодняшний день. Также были внесены изменения в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2022 год. Законопроект прежде всего подразумевает изменение основных параметров государственного бюджета, который состоит из двух частей – доходов и расходов. Объем доходов мы предполагаем увеличить на 351,4 миллионов рублей. Сложный показатель, достаточно непростой, будем говорить. В основном это доходы, которые администрируют два крупных наших ведомства. Это Таможенный комитет и Министерство по налогам и сборам. Но полагаем, что вот эта тенденция, которая намечена по увеличению качества и уровня администрирования, приведет к выполнению. Теперь, чем обусловлены другие изменения? В расходной части, соответственно, тоже приведены соответствующие показатели. Общий расход увеличивается на 861 миллион рублей, из которых 543 миллиона рублей – это средства целевой финансовой помощи Российской Федерации в соответствии с перераспределением, большая часть из которых резервируется на следующий год. Это строительство, реконструкция информационно-координационного центра. Расходы направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий, издание детской литературы. Часть расходов направляется Госкомитету по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Генеральной прокуратуре, Министерству экономики и другим ведомствам. 25 миллионов рублей для РУП «Черноморэнерго» на поддержку энергетической отрасли. Там поручение президента, значит, есть в этом смысле добавить эти ассигнования. 20 миллионов рублей – аналогичное поручение главы государства для нанесения разметок на республиканской трассе, очистка деревьев. Предлагается на лечение граждан до конца года добавить 30 миллионов рублей и на приобретение лекарственных средств и расходных материалов 20 миллионов рублей. Ну вот что, на наш взгляд, может как-то еще удержать вот эту вот планку, хотя, откровенно говоря, у нас есть большие сомнения, что даже эти деньги хватит. 54 миллиона рублей Министерству обороны, это дополнительное финансирование на текущий год.
20 миллионов рублей межбюджетный трансфер Пенсионному фонду. Парламентарии приняли проект о геодезической и картографической деятельности и пространственных данных. Кроме того, было решено делегировать депутатов для работы в комитетах Южно-Российской парламентской ассоциации. Делегатами стали Ашот Минасян, Алмаз Акаба, Ливон Галустян, Беслан Халваш, Винури Бебе, Резу Зантария и Аслан Лакоба. На заседании было принято постановление о рабочей группе Народного собрания по разработке изменений в налоговом законодательстве. Был также определен бюджет контрольной палаты на 2022 год в размере 39 миллионов 600 тысяч рублей. В следующем году уже будет 10 лет, как контрольная палата эти вопросы в принципе не поднимала, и этот вопрос тоже встал. Какая-то часть транспортных средств тоже износилась. Арендная плата в этом году, мы договорились с ним на этот год, нам планировали на этот год 3 миллиона, но в этом году мы договаривали, что будет 2 600. Что касается непосредственно заработной платы, и там идет увеличение. Была также определена бюджетная смета аппарата уполномоченного по правам человека на 2022 год в размере около 5 миллионов 500 тысяч рублей. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.